Лекции сопровождались мастер-классами и показом национальных костюмов. Эксперты выступили с лекциями, а также продемонстрировали слушателям элементы мужской и женской одежды. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках программ, в рамках проекта, который проводится среди победителей конкурса «Созидатели Абхазии». Одним из победителей конкурса является проект, который составлен Адыга Хаса, Республика Абхазия. По этому проекту, начиная с декабря прошлого года, проводится большое количество различных культурно-просветительных мероприятий. Заур Жмухов приехал из Нальчика в составе команды из 5 человек. Одна из его лекций посвящена нардскому эпосу, а другая – теме хабзы. Первая лекция была посвящена нардскому эпосу. То есть я затрагивал элементы, насколько современны эти сюжеты, насколько современны эти характеры героев эпоса. Это была моя первая лекция. Сегодня я буду рассказывать о хабзе. Это сложное понятие, даже сейчас я не смогу его в 2 словах описать, но вот стереотипы, связанные с ним, насколько, опять же, оно современно, какие заблуждения бывают на этот счет, как я это вижу, как видят другие люди, вот это будет предметом моей сегодняшней лекции. Лингвист Ильберт Бифов рассказал об особенности и разнообразии диалектов адыгского языка. Эксперт затронул историческое развитие языка и его влияние на культуру адыгов. Доклад включал примеры различий в произношении, лексике и грамматике между различными регионами. Какие-то субэтносы фактически исчезли на исторической родине. Естественно, это и на диалектную базу, на диалектное разнообразие очень сильно повлияло. Некогда доминировавшие шапсуги, абадзехи, они остались в меньшинстве на Западном Кавказе. Поэтому мое описание будет носить ретроспективный характер. Придется описывать и историческое состояние расселения племен и диалектов, и современное состояние. В рамках проекта «Адыга Хаса» «Школа наследия» организован летний лагерь для детей-репатриантов, который будет проходить в Кабардино-Балкарии. Участники пройдут обучение, посетят места своих предков и познакомятся с достопримечательностями республики. Эти инициативы являются частью более широкого блока проектов, реализуемых в рамках программы «Созидатели Абхазии». Милана Агарба, Давид Хашик, Абхазское телевидение.